И снова здравствуйте, Хоумахагас, дорогие друзья, Хадерли Дустар. Мы начинаем очередной выпуск программы «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Башкортостан». 9 часов утра в Башкортостане, за окном пятница, 12 сентября 2025 года. И поскольку пятница, поскольку последний рабочий день, в некотором роде итоги недели подводим. Хотя, кстати говоря, я вот ловлю себя на слове. Иногда я говорю, что мы итоги недели подводим, а ведь мы их не подводим. Мы с вами обычно все-таки обсуждаем повестку текущую, то есть все то, что прошло за минувшие сутки. По крайней мере, все то, о чем было написано за последние сутки. И вот здесь вот, соответственно, вопрос. Может быть, действительно как-то надо итоги недели подводить? Отдельной рубрикой или, может быть, целиком посвящать итогам недели выпуск пятничный или, может быть, понедельничный. В общем, какие-то, если есть на этот счет рациональные предложения, как всегда, они принимаются в виде комментариев прямо сейчас в чате трансляции, либо потом, после ее окончания, под записью эфира. У нас, в общем-то, каналов связи много, есть варианты не только в Ютубе, но и в Телеграм-канале, в других социальных сетях, пожалуйста. И не возбраняется писать личные сообщения в социальных сетях мне, почему бы и нет. Вот. Кстати говоря, вообще, в принципе, это можно делать не только по тем вопросам, которые я вам задаю, но и, в принципе, если что-то хочется сообщить, поделиться какой-то информацией. Иногда вы это делаете, кто-то из вас, по крайней мере, мы что-то подхватываем, что-то не можем подхватить, просто по причине нехватки рук, но всякий раз вас благодарим за то, что вы пишете, например, через бот обратной связи в Телеграм-канале. Это наиболее популярный, скажем так, и устоявшийся способ связи нас с нашими любимыми подписчиками. Так что имейте это в виду, если вдруг не все знают. Так, доброго утра всем, пишет Вальмир. А вот Яма Башкорт жалуется, что интернет вообще плохо работает. То есть вы смотрите нас в прямом эфире, у вас неплохой антиблокировщик, VPN, да, но при этом плохо. Это, конечно, настораживает, и это неприятно. Но с другой стороны, мы, в общем-то, другого ждать и не должны. По-хорошему, если смотреть правде в глаза, если брать за основу неблагоприятный сценарий, а он на сегодняшний день наиболее вероятен с точки зрения реализации, то рано или поздно страна придет к полной изоляции. Так устроена логика событий. Именно в такой логике действуют такого рода авторитарные и уже тоталитарные даже режимы. Поэтому, в общем-то, морально к этому готовыми быть нужно всем. Так или иначе, с той или иной скоростью, с теми или иными загогулинами по пути, так или иначе к этому будет приведена, скажем так, объективная реальность. Иначе логика процессов не устроена. Конечно же, если не произойдут какие-то важные изменения, на которые мы с вами надеемся. Я хочу на всякий случай напомнить это тем, кто, наверное, сейчас даже крутит пальцем у виска и говорит: вот Руслан загибает, это бред, так не бывает. Просто достаточно взять несколько объективных событий, которые уже произошли на сегодняшний день, и отмотать историю, скажем, в год 2017, когда, в общем-то, уже было понятно, что репрессивная машина в стране закручивается, но не было очевидно, что некоторые события произойдут. Так вот, многое из того, что уже случилось в 2017 году, казалось совершенно невозможным и необъективным. Но это случилось, потому что это находится в логике событий. Соответственно, даже если сейчас кому-то кажется, что интернет полностью никогда не будет отключен от всемирной паутины, я говорю: нет, это кажется, может быть, но на самом деле так оно и случится. Поэтому, к сожалению, пользуемся, скажем так, остатками былой роскоши.
Так, Ямал Башкорт поясняет, что у него на телефоне 8 VPN-программ, да, в том числе и качественные, наверное, в том числе и требующие оплаты, да, но при этом они работают плохо, если я вас правильно понимаю. Поясните, пожалуйста. То есть одно дело, если 8 сервисов совершенно разных, там, ну, бесплатных, либо все-таки есть среди них те, которые, ну, более или менее отвечают за качество поставляемых услуг. Это важные детали. Ну что ж, давайте новости в стране и в мире послушаем, как говорится, и уже дальше по делу. Как минимум 10 человек пострадали в день в результате воздушных атак на Белгородскую область, следует из сообщений местных властей. Один из раненых скончался. Он получил смертельное ранение в селе Бессоновка в результате взрыва дрона, рассказал губернатор. Вячеслав Гладков назвал ситуацию в регионе сложной. Власти Франция направит в Польшу 3 истребителя «Рафаль» для патрулирования воздушного пространства республики после инцидента с дронами, объявил президент Эммануэль Макрон. По его словам, он дал такое обещание польскому премьер-министру Дональду Туску, а также объяснил и обсудил вопрос с генсеком Альянса Марком Рюгге. Президент Украины встретился в Киеве со спецпосланником Белого дома Китом Келлогом. По словам Владимира Зеленского, они обсудили, помимо прочего, гарантии безопасности, проекты по закупке систем Patriot и совместное производство оружия. Американская сторона встречу пока не комментировала. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич, которого освободили из колонии, решил остаться в республике, сообщило издание «Наша Нива». Как пишет издание «Зеркало», люди в масках увезли его в неизвестном направлении. Всего Минск отпустил 52 политзаключенных по просьбе США в результате неких договоренностей. Писателя Дмитрия Быкова внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Что стало поводом для включения в список, не уточняется. В прошлом месяце его заочно арестовали по делу о военных фейках. Быкова также обвиняют в неисполнении обязанностей иностранного агента. Живет он в США. ФБР США объявило вознаграждение в $100 тысяч за информацию о предполагаемом убийце консервативного активиста Чарли Кирка. Спецслужба опубликовала фотографию молодого человека в солнечных очках. По данным властей, речь идет о студенте, который мог выстрелить в соратника Трампа накануне. Министром по закупкам Албании назначили виртуального чиновника, созданного искусственным интеллектом, пишет Политико. Глава Кабмина Эди Рама представил Диеллу на заседании правящей социалистической партии. По его словам, республика станет первой страной в мире, где гостендеры будут полностью прозрачными. Вот такие вот новости мы имеем с вами по итогам дня предыдущего. Интересно. Албания, самая неудачная страна европейского континента, в этом смысле шагнула далеко вперед. И, глядишь, прогресс скакнет, и страна очень скоро станет полноправным членом Евросоюза. И не просто членом, а таким, знаете ли, локомотивом. Хотелось бы в это верить на самом деле. Хотелось бы, чтобы не было лидеров и аутсайдеров, а чтобы все-таки все государства в союзе равноправных демократических держав были бы успешными. Вот. Но сейчас перед лицом внешних вызовов, наверное, не до этого, скажем так. Хотя процесс, мне кажется, стоило бы продолжать. Так, доброго утра из Уфы. У нас 8 градусов, пишет Алена. Ну, дыхание осени чувствуется везде. Вот у нас тоже совершенно темно теперь в это время, в 6 утра. И градусов тоже всего лишь 12. Хотя днем становится выше 20. И лично я продолжаю передвигаться в летнем, скажем так, обмундировании. Шорты и футболка. Вот. Так, Ямал Башкорт поясняет, что 3 VPN платных, 2 из них уже при этом не работают. Ай-яй-яй, ужас. Я уж не знаю как, но вот Плющев, да, журналист Breakfast Show, он рекомендует свой, скажем так, VPN, Breakfast VPN, и каждый раз настаивает на том, что
чуть ли не индивидуально разбирается с жалобами в техническую поддержку, и все вопросы решаются. Соответственно, наверное, я с большей степенью уверенности могу рекомендовать вот такие сервисы, где есть не просто техподдержка, а есть, скажем так, публичный человек, который собственной репутацией ручается за то, что эта техподдержка будет работать. Может быть, стоит их попробовать. И цены там, знаете ли, адекватные. Вот. Салям Башкортостан, пишет Руслан Гельманов. Значит, и Хаттабыч задается вопросом, может нам пригласить в Уфу несколько непальцев? Ваша шутка понятна, ваша боль даже понятна в этом смысле. Вот. Но я думаю, что пока сами уфимцы за дело не возьмутся, или в целом жители страны, ничего не изменится, конечно же, да. А непальцам пожелаем удачи решить проблемы в собственной стране. Удивительной, кстати, стране с точки зрения географии, в частности. Один из самых высокогорных аэропортов мира там расположен, по-моему, самый высокогорный даже, в Катманду. 6000 метров, что ли, над уровнем моря его высота. И там довольно сложно приземляться и взлетать самолетом из-за особенностей воздуха, как минимум, да. То есть некоторые самолеты даже на такой высоте не летают. А здесь взлетная полоса находится на таком уровне над морем. Приходилось с помощью игры Flight Simulator как-то значит, оценивать особенности этого аэропорта раньше, давно. Так, ну что ж, как говорится, ладно, давайте посмотрим по нашей республиканской повестке, что мы имеем. Так, вот Азат уже оценил, наш айтишник, что круто, что в Албании это сделали виртуального министра, да. В будущем большинство правительств будут переходить, ни взяток никто не берет, да, в этом смысле. Так, 3000 метров, поясняет Руслан Гельманов, аэропорт Луклу, вот так вот, 3000, немножко преувеличил, но 3000 тоже много, да, обычные же аэропорты метров 100-200 над уровнем моря расположены. К новостям. В Башкортостане планируют изменить закон о приватизации. Оказывается, приватизация, о которой так много говорили либералы в 1992 году, еще не завершилась. Комитет Госсобрания по бюджетной, налоговой и инвестиционной политике и имущественным отношениям поддержал изменения в закон. По словам Толкачева, председателя нашего Курултая, законопроектом совершенствуется порядок продажи госимущества по минимально допустимой цене. Что такое, что им приходится снижать цену? Не экономические ли проблемы, не нехватка ли денег у людей возникает? Претендент для участия в торгах должен будет не только внести ценовое предложение, но и перечислить задаток за счет оператора электронной площадки, иначе его заявку не примут. Тут какие-то формальные процедуры меняются. По словам Толкачева, практика только еще нарабатывается, и депутаты следят за тем, как работает закон, чтобы вносить в него изменения. Необходимость принятия закона объясняется тем, что Министерству земельных и имущественных отношений приходилось отменять торги из-за перечисления задатка не на счет оператора электронной площадки, а напрямую заказчику. В общем, какая-то фигня бюрократическая, не имеющая отношения к реальным смыслам и каким-то изменениям в жизни республики и ее народа. Поэтому дальше двигаемся и скажем уже буквально сходу о том, куда наши деньги реально отправляются. В Уфе анонсировали строительство Центра реабилитации участников так называемой СВО за 1 миллиард 200 миллионов рублей. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ленара Иванова. Министерство вместе с территорией сильных людей заключили соглашение о сотрудничестве в сфере реабилитации и ресоциализации инвалидов и участников специальной военной операции.
Документ подписали на форуме социальных инноваций, который проходит в Москве. Значит, планирование строительства медико-социального комплекса для реабилитации взрослых инвалидов и ветеранов СВО идет полным ходом, сообщает Министерство социальной защиты. Комплекс будет включать в себя Центр социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и участников СВО, Центр развития медицинского туризма, пансионат для проживания пациентов и их родственников, спортивно-оздоровительный комплекс. По словам Ивановой, Минтруд не один год вынашивал проект реабилитационного центра для взрослых инвалидов и вел переговоры с различными коммерческими организациями. Ежегодно услуги комплексной реабилитации смогут получать свыше 5000 человек, включая не менее 1000 участников СВО. Сроки реализации и никакая другая конкретика здесь не называются. Получается, что это пока результат работы, инициатива конкретно Ленары Хакимовны и ее ведомства. Знаете ли, очень разные противоречивые мысли приходят, когда эту новость читаешь. С одной стороны, вроде бы наконец-то государство хотя бы на таком уровне обращает внимание на собственных граждан, которых отправляет на убой. С другой стороны, а хорошо ли это? В условиях, когда мы всячески не приветствуем все то, что происходит в зоне так называемой СВО, и не приветствуем всех тех, кто этому способствует, и тем более в этом участвует, можно ли радоваться тому, что произойдет эта история? Понимаете, да, очень сложный этический вопрос. То есть людям, тем более своим соотечественникам, землякам, надо, наверное, сочувствовать и желать им, даже если они совершили ошибку, как минимум жизни и здоровья. С другой стороны, возникает эта логика, да, которая связана с тем, что чем хуже, тем лучше, и мы надеемся на какие-то изменения, когда вновь, в очередной раз, все люди, в том числе эта категория, столкнутся с равнодушием тех людей, кто их на это слал. И когда зазвучат направо и налево фразы «мы вас туда не посылали». В общем, опять-таки, да, нужно здесь сохранять и человеческое лицо вроде бы одновременно, и в то же время показывать свое отношение к тому, что происходит. Поэтому приходится таким образом опять же, этой проблемы рассматривать разные грани. Но я думаю, вы прекрасно понимаете чувства, которые лично у меня, опять же, здесь возникают на этот счет. Итак, сейчас я обращу внимание на ваши комментарии. На эту тему Азат писал: интересно, какой процент людей воюет? Может, Путин, в том числе, боясь их возвращения, не заканчивает войну? Не думаю, что это для него ключевой аргумент. Скорее всего, у него других аргументов на этот счет хватает. И главное – это удержание власти и превращение смысла своей жизни в войну. И войну в смысл жизни. Соответственно, круг замкнулся. И здесь добавить особо нечего. Так, вчера писали мне тут, люди, кто следит внимательно за делами баймакских узников, что сегодня должен стартовать суд узников Баймака в Удмуртии, в Ижевске. Очередная группа осужденных, обвиняемых, точнее, должна предстать перед судом. И приглашаются патриоты-башкорты для участия в открытом процессе в Оренбурге, пишет Хаттабыч. Это другой процесс, соответственно, над организаторами, так называемыми, конечно же, организаторами баймакских событий. И вы пишете, что процесс открытый. Вы не путаете? Уточните, пожалуйста, о чем идет речь. О каком именно процессе и точно ли он является открытым, с доступом для зрителей и всех желающих. Это очень важная деталь. Так, я не сдержалась и показала свое отношение. Уволили мужа, написала нам
Уволили меня и мужа, Клара Целкина. Это вот в смысле только что случилось или с предыдущей работы? Уточните, пожалуйста, потому что вы писали буквально недавно, что у вас там прямо сейчас на работе все не очень хорошо, в смысле начальство там и коллеги, зетники, ватники и так далее. И мы вам предлагали все-таки держать себя в руках. И это уже случилось? Неужели? В общем, поясните, пожалуйста, это очень важно, конечно. Ай-яй-яй. Так, в стране, где стигматизирована психиатрия, где считают, что настоящий мужик не должен депрессовать, а весь ПТСР принято лечить пшеничной, вряд ли все эти реабилитации будут эффективны. Подытожил наш разговор про реабилитацию «Ведомости». Ну, психиатрическая, да, наверное, особо за этой помощью никто обращаться не будет. Но вот за физиологической помощью-то есть смысл обращаться. Вот эти вот отсутствие конечностей или какие-то другие травмы, их же все-таки можно в той или иной степени реабилитировать. Так что есть чем заняться и тем, и другим. Ой-ой-ой. Да, Клара Целкина поясняет, что это случилось недавно, буквально в прошлую пятницу. То есть буквально так. То есть достаточно высказать свое отрицательное мнение по поводу войны, и этого достаточно для того, чтобы уволить. Это, знаете ли, прям-таки же важный показатель. Вообще это нарушение формально даже трудового законодательства, где ничего не говорится о том, что человек должен поддерживать преступную политику власти. Да, в законодательстве говорится, что человек должен исполнять трудовое законодательство, посещать вовремя работу, выполнять распоряжения руководства, действовать согласно должностной инструкции. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю. Я, конечно же, вас ни в чем не обвиняю, но вообще, как они это преподнесли, как они это сформулировали, боже мой. А нет ли смысла, может быть, как-то даже тему дальше раздуть, пытаться в суд пойти? Ну, я понимаю, что это вам не до этого, но для истории, что ли, чтобы зафиксировать то, как суд узаконит незаконное решение. Хотя, с другой стороны, это, конечно же, увеличивает риски, я тоже это прекрасно понимаю, и подливать масло в огонь в этих обстоятельствах, наверное, неразумно. Ну, в общем, это, конечно, важно. Спасибо вам за эту информацию. Так, открытый процесс сегодня означает допуск группы поддержки в зал суда. Какого суда, пожалуйста, уточните. Неужели речь про Баймаксов? Я ничего про открытый суд не знаю. Все процессы по Баймаксам были и оставались до сих пор закрытыми. Неужели какой-то из судов решил смягчить свою антизаконную позицию? Ну, а народ привыкает к смертям своих близких на войне и даже рады в некоторых смыслах. Да, таких-то примеров у нас множество, я сам не раз рассказывал. Ага, я на стажировке была меньше месяца, муж полгода работал, никого официально не оформляют, это коммерческая фирма. Нифига себе, так они уже в этом нарушают грубо законодательство. Конечно, удивляют наши предприниматели многие, которые вроде бы предприниматели, вроде бы за, так скажем так, свободный рынок, как минимум, да, но при этом за сильную руку и за диктатуру. Как это уживается в одних людях? Иной раз диву даешься. Но, оказывается, уживается. Это было моим личным заблуждением считать, что любой предприниматель по определению демократ. Нифига подобного, да? Многие предприниматели те еще ура-патриоты, ватники, зетники и даже еще православные активисты порой с длинными бородами, которые вот эти вот крестные ходы устраивают. Или не только православные активисты, любые религиозные ортодоксы. Так, адвокат сказал, пишет Хаттабыч. Ну что ж, это очень любопытно. Если так, то, конечно же, воспользоваться возможностью посетить хотя бы какое-то заседание суда в Оренбурге действительно есть смысл. Я бы как журналист точно этой возможностью воспользовался.
Это важное историческое событие. Ну, наверное, ничего более важного за последние 2 года в Башкортостане не происходило и не происходит. Поэтому действительно, если есть возможность и желание, то необходимо попытаться съездить на хотя бы одно заседание этого суда. Вот. Ну, а Алена пишет замечательно нашей подписчице Кларе. Все будет хорошо. Вам там все равно было бы некомфортно работать с людьми таких взглядов. Тоже верно. Но надо, конечно, эту проблему как-то решать теперь. Хаттабыч на всякий случай поясняет, что настоящий организатор баймакских событий Хабиров. Ну, я думаю, что нашей аудитории не нужно это пояснять. Это и так все понимают. Но я бы смотрел выше. Конечно же, не Хабиров. Ну, Хабиров тоже, он как соучастник. Но настоящий организатор этих событий сидит в другом здании, которое окружено стеной из красного кирпича. Хотя, на самом деле, там не сидит, конечно. Мы на днях выяснили, что у него, как минимум, несколько одинаковых абсолютно кабинетов по всей стране выстроено. Вот. Но давайте все-таки смотреть правде в глаза и понимать, что да, формально Хабиров тут, конечно же, руку приложил, доносы писал и так далее, но все это пешки, части, винтики режима, который действует совершенно вне зависимости от того, кто выполняет роль этих пешек и винтиков. Ну, скажем так, будь на месте Хабирова кто угодно другой, было бы то же самое. Это очень очевидно и просто. Так, значит, тема ветеранов, прости господи, у нас продолжается. И вот новость из Башинформа. Ветеран СВО принял участие в совещании с главой Башкирии. Это преподносится как великое достижение. Ветеран СВО аж в совещании с главой Башкирии принял участие. Посмотрите. Сергей Филимонов из Кумертау проходит стажировку в Министерстве цифрового развития и Госуправления Республики в рамках кадрового проекта «Герои Башкортостана». Этот проект мы с вами внимательно освещали все то время, пока эти люди проходили обучение. Финалист кадровой программы Филимонов принял участие в совещании «Час креативных индустрий», который провел глава Башкирии Ради Хабиров. Ветеран СВО проходит стажировку, это мы уже сказали. Дальше цитата. «Больше всего впечатлило то, на каком уровне ведется диалог на совещании». Это сам Филимонов говорит, как все в итоге происходит. «Наш глава очень интересно строит форматы совещаний, то есть задает вопросы и есть варианты обратиться к нему за помощью. Ради Фаритович уже обещал на этой встрече представителям бизнеса и других организаций оказать помощь со своей стороны. Я впервые поучаствовал в таком мероприятии. Эмоций много». Филимонов служил в подразделении БАРС-27 с 23 по 24 год стрелком, затем связистом, получил осколочное ранение. Награжден медалью. Опять же, да, целый букет, конечно же, противоречивых чувств возникает, когда такого рода новости читаешь. Ну что ж. Так, отец провокаторов Хабиров все делает для уничтожения подданных. Кто отец провокаторов-то? Хабиров все-таки или кто-то повыше? Силовики, я напомню, подчиняются напрямую совершенно другим органам власти, не республиканским, на всякий случай. Вот. При том, что, еще раз, сами прекрасно понимаете, я ни разу не оправдываю всех деятелей государственной власти на уровне республики на сегодняшний день, потому что так или иначе они соучастники всего того безобразия, которое идет. Дальше. Что-то вдруг совсем неожиданное, но любопытное. В Башкортостане вывески медучреждений на башкирском языке планируют скорректировать. Вот так вот. То есть только про медучреждения пока речь. Общественная палата республики совместно с Минздравом планирует запустить пилотный проект по подготовке текстов вывесок для медучреждений на башкирском языке. Что случилось, спрашивается. Как отметила член региональной общественной палаты, директор автономной некоммерческой организации по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова, хорошо нам известная,
Проведенный ею мониторинг вывесок в 2 больницах Уфы показал, что иногда громоздкие длинные конструкции из переведенных слов с русского на башкирский становятся нечитабельными. По ее словам, при переводе медицинской терминологии нужно соблюдать не только правильность перевода, но и легкость восприятия слов для пациентов. Замначальника отдела информационно-аналитической работы и развития здравоохранения Минздрава Гаяс Бекташев отметил, что медучреждения региона пользуются русско-башкирским толковым словарем медицинских терминов, но более узкий справочник с готовыми переводами необходимых словосочетаний на башкирский язык был бы очень удобным. Он отметил, что вывески не только формальное исполнение закона в области использования госязыков, но и популяризация башкирского языка и формирование культуры. Ну, мне понятна, на самом деле, проблема, которую они заметили. Ведь мы знаем, как у нас при всей вообще как бы правильности того, что надо исполнять закон о языках, часто к этому подходили формально, не часто, наверное, а почти всегда, и переводили слова, ну, совершенно не думая о том, какой конечный смысл несет написанная на башкирском языке формулировка. И это происходило в разных областях, не только в области Минздрава. Но в данном случае хотя бы здесь решили озаботиться, скажем так. То есть представьте себе длинную формулировку, когда в основе вообще даже не русские слова находятся, а какие-то исторические латинские, измененные под русское написание, потом переводится все это дело, значит, на башкирский, и через там несколько дефисов обозначается, что это отделение какой-нибудь сердечно-сосудистой хирургии и трансплантологии, например, да? Вот как это перевести так, чтобы это было и правильно, и понятно, и красиво. Любопытную задачу они перед собой поставили. Так. Так. Тут буквально трагедии, да, люди делятся своей, вот как ужиться с теми, кто вас не понимает, пишет Фируза. Да, я в этом смысле, конечно же, сочувствую и понимаю, о чем вы говорите. Так, в последнее время участились нападки на Ишмурата Хайбуллина. Я, к сожалению, не знаю, кто это, и поэтому никак прокомментировать не могу. Так, неужели башкиры хотят перейти на китайский язык? Знак дружбы. Ничего подобного, никакие башкиры не хотят перейти никуда. Вчера ночью учительница в родительском чате отправила обращение, что родители и ученики должны скачать Макс. Ночью отправила ответ, что я и мой ребенок не будет скачивать. 2 дня молчания, дискуссии нет. Важные наблюдения от вас. Спасибо, М. Но ведь хочется, чтобы у людей открылись глаза. Хочется, я понимаю. Я как человек, который не раз эти попытки предпринимал, могу сказать, что даже временный успех на этом поприще в конце концов теряет свою эффективность. У меня были случаи, когда в моменте дискуссий и диалогов люди соглашались, представляете? Хотя бы отчасти в моей правоте. Но проходило там какое-то время без нашего общения. Человек возвращался в свою среду, в свой информационный пузырь канала «Россия-24» условно, и возвращался к своим позициям. Поэтому, конечно же, овчинка выделки не стоила. Вот что важно. Эти люди изменятся только тогда, когда им объяснят об этом их же переобувшиеся пропагандисты, так скажем. Так. Да, очень хочется, но в 99% это бесполезно, пишет Алена. Ой. Так, Салям Башкортостан, Азербайджан, пишет Мехди. Спасибо, что смотрите. Да, все дискуссии бесполезны, пока есть зомбоящик.
Ну и шире я бы сказал, вы, наверное, это имеете в виду, когда есть всеобъемлющая пропаганда. Зомбоящик – это важнейшая составляющая промывки мозгов, конечно, но это уже не только он. Это все, вот, знаете ли, так всеобъемлюще в комплексе со всех сторон, со всех утюгов. Простите за банальность. Тем временем продолжают беречь нашу с вами безопасность сотрудники органов. И вот, пожалуйста, 2 жителей Башкортостана получили сроки за попытку дать взятку сотруднику, не какому-нибудь, а сотруднику ФСБ, представьте себе. Значит, 3 года лишения свободы условно дали каждому из обвиняемых. То есть, таким образом, мы видим, что дать взятку сотруднику ФСБ – это совсем даже и не тяжелое преступление, в отличие от того, чтобы, например, написать какой-нибудь нехороший комментарий в адрес героев ВКонтактике каком-нибудь. Как указано в релизе, 2 жителя республики 24 и 39 лет для сдачи теоретического экзамена на получение прав в отделе ГИБДД по Белебеевскому району скрытно использовали оборудование удаленного видеонаблюдения через Wi-Fi, радиомикрофоны и микронаушники. Сотрудники ФСБ и участники приемной экзаменационной комиссии заметили это, а затем в отношении учеников автошколы возбудили 2 уголовных дела о незаконном обороте специальных технических средств. То есть их обвинили не в том, что они, значит, экзамен сдают неправильно. То есть не из экзамена их отстранили только, а обвинили буквально в шпионаже. То есть в специальном оборудовании, в использовании, точнее, оборудования. На допросах обвиняемые сознались, что купили оборудование у 32-летнего жителя Чекмагушевского района. Позднее продавец и его 43-летний знакомый предложили сотруднику ФСБ 100 тысяч рублей за прекращение следствия. Во время передачи денег их задержали сотрудники подразделения собственной безопасности. Боже мой, что за люди, а? Ну, они могли купить это оборудование на Алиэкспрессе. Это же дешевле было бы, и, в общем-то, не пришлось бы никого сажать. Ой, боже мой, потрясающе. Да, и что делали ФСБ на этих экзаменах, спрашивает Алена. Это всего лишь ГИБДД, да? Это даже не центральное управление, это в Белебее происходило. Ну а вообще, конечно, лучше к экзамену на права подготовиться самостоятельно и сдать их без использования этих средств. Неважно, на каком языке и в какой стране, это важно для безопасности. Ой. Я вот очень рад даже, что в свои 42 года, в прошлом году заново отучился с учетом европейских особенностей и нюансов, и теперь я гораздо более внимательный и ответственный автолюбитель, нежели тот, каким я был в последние годы жизни в родном Башкортостане. Но, опять же, я должен это признать и смотреть правде в глаза. Вот. И, соответственно, рекомендую всем учиться. Многих студентов можно арестовать, да, по этой логике, совершенно верно, да, за использование незаконных средств. Да, по сути, любой смартфон на сегодняшний день является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации. Любой смартфон можно использовать как диктофон, как скрытую камеру, да, как угодно вообще, как GPS-трекер. Ну, в общем, закон такой резиновый, что действительно нет никаких ограничений на его использование с целью репрессирования неугодных. Так, М пишет, не поняла, почему и зачем сегодня дети не учатся. Старшеклассников пригласили в школу на просмотр фильма «Группа крови», а остальные в парк на спорт. Моя, естественно, не пойдет. Игры, у кого как. Очень интересно. Ничего про это не знаю, к сожалению. Как вы сдали немецкий язык, спрашивает Айгуль. Нет, я еще его не сдал. У меня в конце октября, даже в начале ноября экзамен. Вот надо начинать готовиться. Серьезно, я именно это имел в виду. До сдачи еще далеко. Так, Азат пишет. Я работал в компании в России по разработке на заказ мобильных приложений. Туда пытались попасть ФСБ для проверки компьютеров. В итоге бывший владелец этой компании сейчас живет в Южной Корее. Молодец, бывший владелец этой компании. Но, к сожалению, не все таковы. Многие, к сожалению, идут на сотрудничество, потому что считают, что ну а как иначе.
Вот. Дальше. Если вы помните, продолжается большое уголовное дело в отношении Башкир-Автодора. И об этом деле, в частности, пруфы довольно внимательно пишут. И тут довольно-таки неожиданный заголовок появился вчера. Ильдара Юланова восстановили в должности гендиректора Башкир-Автодора. Как это можно объяснить, я так и не понял на самом деле. При том, что Юланов обвиняемый по этому уголовному делу, и он находится в данный период под домашним арестом. Какое-то время он находился даже в СИЗО. Башкир-Автодор – это крупный дорожный подрядчик в Башкортостане, который вел множество проектов и оказался замешанным в коррупционном скандале, в котором, в конце концов, получали выгоду, судя по всему, очень разные люди, там, от бывшего вице-премьера Алана Марзаева, заканчивая какими-то проходными рядовыми чиновниками. Вот. В общем, если интересно, можете, как говорится, почитать. Вот. Ну, на эти темы, кстати, очень неплохо рассказывает политтехнолог Андрей Потылицын. В общем, он это делает сознанием дела, с пониманием, как говорится, погружаясь. Я, сами знаете, не очень интересуюсь, скажем так, этой тематикой, потому что это вот из разряда там, ела жаба гадюку, там, из разряда там, чума на оба ваших дома, все с ними там понятно и так далее. Коррупционерам больше, коррупционерам меньше в ваш Белом доме, как говорится, вообще от этого ничего не меняется и не изменится. Это вообще не является ключевой проблемой и даже второстепенной проблемой не является на сегодняшний день. В то время, когда есть вопросы, как говорится, поважнее. Вот. Но для того, чтобы новости как-то обсуждать и поводы были, мы, конечно же, их затрагиваем и озвучиваем как факт, как данность. Да, это есть, это произошло. Так. Как же вам везет, уехавшие? Вы не участвуете и не живете в этом бреду. Это минутка нытья от меня, пишет М. Знаете, именно этот факт, на самом деле, во-первых, спасибо, и именно этот факт зачастую утешает в трудные минуты, потому что, я надеюсь, вы понимаете, в эмиграции тяжело. В первые годы, месяцы особенно тяжело, со временем вроде чуть легче, но все равно тяжело. И когда ты отчаиваешься, ты думаешь вот о том, о чем вы говорите, ты, я не знаю, общаешься с кем-нибудь из своих там близких, и понимаешь, что нет, все нормально оказывается, то есть не зря это все случилось. Это такой вот, знаете ли, антидот от желания все бросить и вернуться обратно. И это работает. Сегодня день национального костюма в Башкортостане, напоминает нам Флорид Вахитов. Ничего об этом не слышал, но помню, да, Хабиров этот день вел в свое время. Надо сказать, неплохое начинание в этом смысле. Грин шутит. Неужели башкирские слова в медучреждениях такие длинные, как немецкие слова, где произнести на одном выдохе не получается? Вот я тоже, кстати, представил именно вот эти сложно сочиненные немецкие термины, когда мы говорили про башкирские слова в больницах. Боюсь, что да. Знаете, вот есть в татарском, башкирском языках, вообще в тюркских языках формирование слов, как-то, я уж не могу это научно объяснить, от обратного, да, я не знаю, там, господи, не какой-нибудь предмет, вот, и это одним словом говорится, да, там, я не знаю, сложно почему-то сходу придумать примеры, но вот они есть. Вот, и очень интересно. Шмедерлинг, это бабочка, да? Да, слышал это слово, кстати. Уже хотя бы что-то знакомое. Вот. Окей. Значит, что еще осталось у нас? Совсем чуть-чуть. Важная новость как-то у нас в конец затерлась, хотя надо было бы об этом пораньше говорить.
Уфа-1 пишет, что компании готовятся к массовому сокращению сотрудников. Что-то это издание, знаете ли, по грани ходит на тоненького. Вчера, значит, жаловались, что рестораны все закрываются. Сегодня, значит, что массовое сокращение сотрудников будет. Значит, но ссылаются они здесь не на собственное мнение, а на сервисы Работа.ру и Сберподбор, официальные, скажем так, структуры. 12% опрошенных респондентов заявили о планах расстаться с сотрудниками. Опрашивали работодателей. В прошлом году их было всего 8%. Работодатели также не торопятся нанимать новых сотрудников. Количество бизнесов в поиске работников сократилось вдвое. Массовые сокращения могут коснуться строительства, ритейла, консалтинга, добычи сырья и машиностроения. Первыми от персонала начнут избавляться строительные компании. Этому поспособствовало снижение спроса на жилье из-за дорогой ипотеки. Компаниям предпочитают, точнее, сами компании предпочитают держаться за опытных универсалов. Их приходится удерживать за счет повышения зарплат, сказал директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. Помню, я давал комментарии, будучи, скажем так, аналитиком уфимского филиала «Финама». В общем, понятно все. Экономика скукоживается, и что бы ни говорили, что бы ни делали, это данность, это продолжается. Ой, тут интересно по поводу языков, да, вы не видели мемуары бывшего работника администрации Шаймиева? Нет, не видел. Он писал, что с Москвы присылали людей и специально пытались переводы новых слов делать большие, громоздкие и неудобные слова. Кто пытался? Татары пытались неправильно, значит, консультировать москвичей, чтобы те в ужасе разбежались или как? Не совсем понял. Я думаю, то же самое было в Башкортостане, чтобы язык выглядел тяжелым, хотя можно было делать простые слова. Ну нет, как москвичи могут переводить на башкирский язык? Они же его не знают. Это наши местные умельцы, так сказать, зачастую не обращаясь к реальным носителям языка, пользовались какими-нибудь словарями, а потом вообще онлайн-переводчиками стали пользоваться, и не пытаясь как-то подойти к вопросу творчески. Да, но умысла, наверное, не было, да и некому было этим заниматься. Но какие москвичи могут вообще в этом что-то разобраться, понять? Нет, не думаю. Дальше. Силовики распространили новую ориентировку на террориста, сбежавшего из СИЗО. Вот мы с вами всякий раз говорим, что людей признают террористами, экстремистами. Часто это молодые парни, которые совершенно по глупости поджигают какие-нибудь там шпалы, рельсы. Вот. Но формально же они террористами становятся, так ведь? Вот. И таким образом статистика посадки террористов, она очень серьезная в стране. Иногда кому-то, судя по всему, из них удается бежать, что, конечно же, удивительно. Значит, как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, судя по всему, оттуда он сбежал, сейчас Иван Корюков может быть одет в черную легкую куртку с капюшоном. Так, это все нас не интересует. Вообще, кто он такой? В ночь на 1 сентября двое заключенных сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге. Вместе с Корюковым бежал Александр Черепанов. Им приговор вынесли в октябре 2024 года по статье 205 «Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц». По предварительным данным, преступники пытались поджечь военкомат в Екатеринбурге. Ну, конечно, я вот даже не знал об этом, но сразу все понял. Видно же по фотографии, что это человек, ну, мягко говоря, который, во-первых, мухи вроде как не обидит, во-вторых, скорее глуп, чем жесток. Вот. Каким-то образом при этом оказались эти парни довольно ушлыми и сбежали. Надо же. 8 сентября силовикам удалось задержать одного из них, Черепанова, а его сообщника все еще продолжают искать. Ориентировки на него разослали в соседние регионы. 9 сентября екатеринбуржцы сообщили, что беглого террориста заметили в торговом центре на Широкой речке. Ну, хоть бы писали преступника хотя бы, да, ну, террориста, боже мой.
Ну, время такое, что ж поделать. Такого рода проступки считаются не просто преступлениями, а буквально террористическими атаками. Все понятно. Как говорится, не будем оправдывать терроризм. Ай, что же, друзья, вот такая у нас с вами картина к этому часу сформировалась. Значит, в общем-то, по новостям, по-моему, все. Комментарии ваши тоже закончены, поэтому я откланиваюсь. Желаю всем хорошего дня, удачных выходных, быть осторожными, быть верными нашему проекту. Не забывайте про лайки, не забывайте про комментарии, про поддержку. Опять же, те из вас, кто это могут сделать, пожалуйста, делайте. Это важно. Все-таки не хотелось бы спустя столько лет действительно сворачиваться полностью. Потому что если вопрос не решится еще раз, в ближайшее время, то со следующего года мы вряд ли сможем продолжить свою деятельность. Вот, спасибо еще раз. Так что до новых встреч и всем пока.